Приветствуют всех участников Международной методической конференции «Эффективный учитель для эффективной школы». Сегодня мы работаем на площадке «Как преодолеть риск, пониженный уровень качества школьной образовательной и воспитательной среды». Также, коллеги, сегодня нас с вами ждут площадки, кейсы «Рабочая программа воспитания в действии. Повышаем уровень качества школьной воспитательной среды». Площадка мастер-классы практики организации работы по профориентации и самореализации обучающихся, кейсы достижения качества личностных результатов. И завершается сегодня работа нашей конференции в 15 часов круглым столом «Портрет эффективного учителя в контексте введения обновленного федерального государственного образовательного стандарта». Коллеги, мы будем рады видеть всех вас в числе участников наших площадок, а мы начинаем нашу работу. Мы проанализировали рисковые профили школ участников проекта 500+, и у нас оказалось, что достаточно высокую долю имеет риск пониженный уровень качества школьной образовательной воспитательной среды. Как работать с этим риском? Как его преодолевать? Вот об этом сегодня как раз мы будем обсуждать на нашей площадке. Сегодня с нами работают Екатерина Руслановна Кириченко, директор основной общеобразовательной школы номер 8 города Сыктывкара, школа-участник проекта. А также сегодня с нами работает Валентина Васильевна Рузанкина, заместитель директора по учебной работе школы номер 5 города Усинск. Это школа, в которой работает куратор, и это школа, которая у нас была участником проекта «Эффективная школа», как школа с низкими результатами, но уже который год эта школа в список Рособорнадзора не попадает. Да? То есть это школа, которой удалось все риски преодолеть. И также к нам сегодня подключаются наши коллеги из Челябинска. Алексей Вячеславович Кисляков, заведующий кафедрой воспитания и дополнительного образования Челябинского института повышения квалификации и развития образования, и Щербаков Андрей Викторович, старший научный сотрудник кафедры воспитания и дополнительного образования. Мы рады приветствовать всех, кто сегодня подключился к работе нашей площадки, и начинаем работу нашей площадки с обсуждения результатов очень интересного исследования, которое провело Федеральный институт оценки качества образования. Прошу подключить презентацию. Исследование было посвящено изучению воспитательного потенциала общеобразовательных организаций в контексте сформированности ценностных ориентаций обучающихся. Результаты исследования позволяют выявить устойчивые связи между воспитательными практиками, которые применяют образовательные организации, и уровнем сформированности ценностных ориентаций обучающихся. Объектами оценки выступали коллективы обучающихся образовательных организаций, и наименьший уровень фиксации результата был на уровне образовательной организации либо на уровне отдельного класса. А что оценивалось? Оценивалось качество организации воспитательной работы на уровне образовательной организации, муниципалитета, субъекта Российской Федерации в целом. Оценивалась результативность воспитательной работы, то есть степень сформированности ценностных ориентаций групп обучающихся в разрезе образовательной организации, муниципалитета, субъекта. И также оценивалось результаты воспитательной работы как уровень сформированности ценностных ориентаций групп обучающихся. Оценке подлежал уровень знаний, которые являются базой для формирования ценностных ориентаций, уровень принятия ценностных приоритетов и уровень распространения в практической деятельности социальных взаимодействий группы негативных и позитивных проявлений. И нам бы хотелось представить вам основные результаты данного исследования. Так, мы видим, что сегодня к нам подключается еще и Ольга Николаевна Рябова, которая является заместителем директора гимназии номер 1. Гимназия номер 1 – это куратор школы номер 8, которая сегодня у нас в студии. Итак, коллеги, на слайдах будут представлены диаграммы, и мы с вами пообсуждаем, какие данные эти диаграммы содержат. Вот на данной диаграмме представлены интегральные индексы, которые отражают сформированность ценностных ориентаций обучающихся 8 классов. И мы видим, что преобладает все-таки уровень выше среднего и уровень ниже среднего по всем основным параметрам ценностных ориентаций, по индексу ценностных ориентаций, связанных с жизнью, здоровьем, безопасностью человека, социального взаимодействия и индекс ценностных ориентаций личностного развития. Приблизительно, да, поровну идет распределение по всем этим трем индексам. Но обратите внимание, что достаточно большой процент, 19-20%, уровень низкий. То есть это вот те ребята, с которыми нам с вами необходимо работать. Ребята, у которых недостаточно сформированы ценностные ориентации по направлениям, связанным с жизнью, здоровьем, безопасностью, по социальному взаимодействию и по личностному развитию. Также в исследовании было проведено
исследование взаимосвязи между индексом ценностных ориентаций, связанных с жизнью, здоровьем, безопасностью человека и другими индексами, и уровню результатов, которые показывают образовательные организации во всероссийских проверочных работах. Но вот в данном случае всероссийская проверочная работа по обществознанию. И вот мы видим, да, верхняя диаграмма – это ребята, которые показывают высокий уровень индекса ценностных ориентаций, связанных с жизнью, здоровьем, безопасностью человека. И мы видим, что здесь и результаты по обществознанию, они тоже высокие, да, 33%, и выше среднего 43%. И диаграмма внизу – это ребята, которые демонстрируют низкий уровень индекса ценностных ориентаций, связанных с жизнью, здоровьем и безопасностью человека. Действительно, здесь и уровень результатов ВПР по обществознанию, он тоже преимущественно низкий, 31%. Да, большая группа ребят, треть ребят на низком уровне. И мы видим, что высокий уровень результатов по ВПР, он здесь значительно ниже, чем у ребят в первой группе. Каким образом выявлялись представления о здоровом образе жизни у ребят, да, вот в 8 классах? Нужно было ребятам выразить либо согласие, либо несогласие с определенными утверждениями. Да, я сам слежу за своим здоровьем, я знаю, какие повседневные привычки способствуют сохранению здоровья, какие вредят и так далее. Да. И в целом по ответам обучающихся выделены следующие группы по индексу здорового образа жизни. Мы видим, да, низкий уровень 15%. Вроде бы группа небольшая, но тем не менее, да, мы должны с этой группой работать. Это почти, получается, у нас 10-я часть, да, ребят, каждый 10-й, каждый 11-й не следит за своим здоровьем, у него невысокий уровень представления о здоровом образе жизни. Но радует, конечно, что группа с высоким уровнем и группа с уровнем выше среднего, она преобладает, да, больше половины обучающихся в эти группы входит. На данном слайде представлено распределение организаций по уровню вовлеченности восьмиклассников в занятия физической культурой и спортом вне школьных уроков физкультуры. Да? Здесь ребятам задавались определенные вопросы, вы их видите на слайде, и результаты в данной диаграмме сведены. Вот посмотрите, здесь практически четверть обучающихся демонстрируют низкий индекс вовлеченности в занятия физической культурой и спортом. И 25%, четверть, уровень ниже среднего. То есть есть тоже над чем задуматься и в каком направлении выстраивать свою работу. Данная диаграмма показывает, как распределяется образовательная организация по увеличению индекса ценностных ориентаций социального взаимодействия и уровня результатов образовательных организаций ВПР по обществознанию в 8 классе. Смотрите, здесь уже зависимость не такая явная, какая была в первом случае, да, по результатам по обществознанию. Но, тем не менее, мы видим, да, что ребята, у которых преобладает высокий уровень индекса ценностных ориентаций социального взаимодействия, они, как правило, показывают высокие результаты и результаты выше среднего. И доля низких результатов, она меньше, да, чем у ребят второй группы, демонстрирующих низкий уровень социального взаимодействия. Как выявлялся индекс доброжелательности поведения по оценке обучающихся? Тоже ребятам предлагалось либо согласиться с определенными утверждениями, либо выразить несогласие с определенными утверждениями, которые вот на слайде представлены. И мы видим, что индекс доброжелательности поведения, здесь ребята показывают достаточно неплохие результаты. Да? 27% это уровень высокий, 32% уровень выше среднего, но обратите внимание, что есть еще группа ребят, 16% с низким уровнем. Это те ребята, которые нуждаются в нашей с вами помощи, в нашей с вами поддержке. Может быть, они просто не умеют выразить свою доброжелательность поведения, да, и с ними нам необходимо выстраивать нашу работу. Вот на данном слайде, вот этот слайд заставляет нас с вами очень серьезно задуматься, каким образом нам выстраивать свою работу по улучшению климата в наших образовательных организациях. То есть здесь представлено распределение образовательных организаций по доле обучающихся, которые подвергаются буллингу. Опрашивали только за один последний год. Да? И вот только 14% организаций отмечают, что у них не было ни одного уровня, ни одного случая буллинга за последний год. 37% организаций, да, отмечают, что таких случаев было от 11 до 20%.
Обратите внимание, да, как выявлялось. То есть что исследователи отнесли к проявлениям буллинга. Анкетируемый указывает частоту проявления в отношении него каждой конкретной ситуации. Обо мне говорили неправду, распространяли сплетни, у меня что-то украли, забирали или портили, ломали мои вещи, причиняли мне боль, заставляли меня сделать то, что я не хотел, угрожали мне. Да? То есть вот все это форма проявления буллинга. Мы с вами знаем, да, что часто такие ситуации у нас в образовательных организациях возникают. То есть вот над чем нам с вами необходимо работать, да, и на что обращать внимание в нашей воспитательной практике. Также ребятам задавали вопрос о молодежных субкультурах. Знают ли они об этих субкультурах? Знают ли они о том, что принадлежность к данной субкультуре связана с риском? Пользуется ли субкультура вашим конкретно, да, уважением у каждого ребенка? И принадлежите ли вы к этой субкультуре? Вот обратите внимание, да, что на первом месте у нас по принадлежности к субкультуре ролевики, фэнтези, аниме. А на втором месте паркурщики, диггеры и сталкеры. И обратите внимание, что какие субкультуры пользуются у ребят уважением. Но при этом радует, конечно, что большинство понимает, что принадлежность к той или иной субкультуре, она связана с определенным риском. И о многих субкультурах ребята ничего не знают. Следующее направление, которое исследовалось, это представление о благополучии страны, и сопоставлялись эти представления с уровнем результатов ИПР по истории, тоже среди восьмиклассников. Вот обратите внимание, да, что здесь 4 группы по индексу представлений о благополучии страны. На первой диаграмме представлены ребята, которые отнесены к группе высокого уровня. И если мы посмотрим на результаты ВПР по истории, то видим, что действительно 41% ребят демонстрируют высокий уровень результатов ВПР по истории, 35% выше среднего. И очень незначительная доля тех ребят, которые на низком уровне ВПР оказались. И мы видим, как меняется эта динамика в соответствии с индексом представлений о благополучии страны. Чем ниже индекс представлений, тем больше доля низкого уровня результатов ИПР по истории, уровня ниже среднего, и тем меньше доля высокого уровня и уровня выше среднего по результатам ИПР. Каким образом выявляли индекс представлений о благополучии страны, да, индекс ориентации на благополучие страны? Вот задавали вопросы, что, по вашему мнению, характеризует человека, который любит свою страну, и в зависимости от выбора той или иной характеристики ребята получали либо +1 балл, либо -1 балл, и согласны либо нет с утверждениями. И мы видим, что результаты, они тоже нас с вами настораживают и заставляют задуматься, правильно ли мы выстраиваем свою работу по данному направлению. 19% образовательных организаций, у них есть ребята, которые демонстрируют низкий уровень ориентации на благополучие страны. И 26% это уровень ниже среднего. Еще одно важное направление нашей с вами деятельности – это работа по формированию семейных ценностей. Также в исследовании замерялся уровень, да, индекс поддержки семейных ценностей. Вот видите, каким образом это осуществлялось. Нужно было выразить свое согласие либо несогласие с утверждениями. И здесь мы видим результаты следующие. 15% ребят демонстрируют низкий уровень поддержки семейных ценностей. 30% уровень ниже среднего. Тоже, коллеги, есть над чем задуматься и определить основные направления нашей с вами работы. Индекс представления о волонтерстве выявлялся в исследовании, и мы видим, что здесь тоже есть основные точки роста, которые мы с вами должны взять за основу нашей с вами деятельности. 20% ребят имеют низкий уровень представлений о волонтерстве. 28% это уровень ниже среднего. Чуть больше половины всех опрошенных обучающихся имеют высокий и уровень выше среднего. Распределение организаций по величине индекса сопричастности к родному краю.
как определялось, вы видите, да, какие утверждения ребятам надо было согласиться, либо не согласиться с ними. И результаты здесь, ну, чуть больше радуют, чем по предыдущей позиции. 25% ребят демонстрируют высокий уровень сопричастности к родному краю, и 31% уровень выше среднего. Но мы видим, что, опять же, до сих пор высока доля тех ребят, которые демонстрируют низкий индекс сопричастности к родному краю. То есть тоже где-то мы с вами еще недостаточно организуем нашу работу по данному направлению. Следующий слайд демонстрирует распределение организаций по величине индекса поддержки ценностей труда и образования. 15% ребят демонстрируют низкий уровень индекса поддержки ценностей труда и образования. 31% уровень ниже среднего. Коллеги, результаты исследования, они дают нам с вами возможность выстроить основные направления нашей работы. Да, мы можем, наша республика вообще подала заявку на апробацию данного инструментария, да, и в сентябре мы эту работу будем запускать в школах нашей республики. Аналогичное исследование мы проведем и увидим, что происходит в школах нашей республики. Еще одно важное направление нашей с вами работы – это профессиональная ориентация. Вот на данном слайде представлено распределение организаций по величине индекса профессиональной ориентированности. То есть ребятам задавался вопрос, кем бы вы хотели работать в будущем, какая профессия вам интересна, и замерялась доля определившихся, кем они хотят в будущем стать. Низкий уровень – 18%, уровень ниже среднего – 31%. Коллеги, мы видим, да, что вот, в принципе, на каждом слайде доля низкого уровня и уровня ниже среднего, она практически одинаковая. То есть тоже где-то что-то мы с вами еще не до конца задействуем все необходимые возможности. А вот следующий слайд нам как раз показывает, что мы даем возможность участвовать в различных мероприятиях в школе. Да, и ребята выбирали, да, в каких мероприятиях они участвуют. И на данной диаграмме у нас представлены 3 группы, да, по индексу ориентации на благополучие страны, по индексу поддержки ценностей труда и образования и по индексу профессиональной ориентированности. И мы видим, что чем выше среднее значение по представленному индексу, да, тем выше индекс организуемых направлений профориентации. То есть чем больше мероприятий, направленных на профессиональную ориентацию, мы проводим, чем больше ребят в них участвуют, да, тем выше в среднем индексы по профессиональной ориентированности, по поддержке ценностей труда и образования и по ориентации на благополучие страны. Распределение восьмиклассников по уровню вовлеченности в школьное самоуправление по оценкам обучающихся, коллеги, тоже есть на что обратить внимание. Да? 29% ребят низкий уровень вовлеченности в деятельности школьного самоуправления. То есть это не более 10% обучающихся, которые участвуют в школьном самоуправлении. Надо использовать потенциал, да, задействовать, привлекать ребят к участию в органах самоуправления школьного. Важное направление работы – это наше с вами взаимодействие, сотрудничество с родителями. Тоже ребят спрашивали, каким образом, да, школа привлекает родителей к участию в школьной жизни. Основные выборы вариантов представлены. И мы видим, да, что 18% ребят отмечают, что индекс сотрудничества родителей и школы на низком уровне находится. 29% уровень ниже среднего. То есть ребята не видят, что школа сотрудничает с родителями, что родители участвуют в жизни школы. И вот здесь мы видим такое сопоставление между индексом вовлеченности родителей, но уже по оценкам администрации образовательных организаций, и по доле обучающихся, которые демонстрируют высокие индексы представления о здоровом образе жизни, волонтерстве и доброжелательности поведения. Действительно, да, мы видим, что чем выше уровень представлений, тем выше уровень вовлеченности родителей. Да? То есть вот такие прямые взаимосвязи, они позволяют нам говорить о том, что действительно те результаты исследования, которые были получены, они должны лечь в основу нашей с вами дальнейшей работы.
В исследовании проведены еще и другие очень интересные индексы, в том числе анкетирование проводилось не только среди учащихся, но и среди администрации, среди родителей. Вы можете обратиться к результатам исследований, которые опубликованы на сайте Федерального института оценки качества образования. Но вот основные выводы, к которым коллеги пришли. Полученные результаты коррелируют с ведомственными показателями МВД. Уровень сформированности ценностных ориентаций коррелирует с результатами обучения по истории обществознания. Мы вот на примере нескольких индексов в этом сами действительно убедились. А уровень сформированности ценностных ориентаций, он очень тесно связан с контекстными характеристиками школ, которые влияют в целом на организацию педагогического процесса. Во взаимосвязи находится между собой уровень сформированности у обучающихся ценностных ориентаций и воспитательной практики школ. А ряд школьных воспитательных практик, он коррелирует с уровнем буллинга и другими показателями сформированности ценностных ориентаций, которые связаны с жизнью и здоровьем человека. Ну и в целом, да, вывод, который коллеги сделали, о том, что методика использования инструментария, она позволяет проводить верификацию объективности полученных результатов. И вот мы видим, к нам поступил вопрос от Алексея Вячеславовича. В вашем регионе планируете дальше использовать данную систему мониторинга? Алексей Вячеславович, мы пока еще эту систему мониторинга не использовали. Здесь приведены данные исследования ФИОКа, но мы планируем войти в число регионов, в которых будет проходить апробация данного инструментария осенью 2022 года. Итак, коллеги, результаты данного исследования заставляют нас с вами задуматься, но они же являются и точкой отсчета для нашей с вами деятельности по преодолению риска пониженный уровень качества школьной образовательной и воспитательной среды. И далее мне бы хотелось передать слово нашим коллегам, присутствующим в студии. Екатерина Руслановна Кириченко, директор школы номер 8 города Сыктывкара. Первый раз в проекте школа у нас участвует. Пересесть. И в рисковом профиле обнаружили, да, что есть риск пониженного уровня качества школьной образовательной воспитательной среды. Каким образом вы планируете выстраивать свою работу? Вы, наверное, уже начали, да, эту деятельность по повышению качества школьной образовательной воспитательной среды. Какие идеи у вас появились, да, какие механизмы вы планируете задействовать? Пожалуйста, вам слово. Добрый день, уважаемые коллеги. Ну, перед тем, как начать свой доклад, я хочу поблагодарить вас за такую возможность принять участие в данной конференции. На протяжении 2 дней следили за спикерами, которые выступали на данной конференции. Для себя учли очень многих моментов различных. Конечно же, будем стараться использовать их в работе, чтобы поскорее выйти со статуса школ с низкими результатами и добиться более высоких планок и побед. Проект 500+, он именно на это и направлен, да, чтобы помочь школам выявить свой потенциал и преодолеть вот те риски, которые у них определились на данный момент. Да, поэтому доложу вам о наших первых шагах, которые мы начали реализовать на базе нашей школы, и немножко расскажу о нашей школе. Школа номер 8 – это школа, которая находится в микрорайоне Верхничев города Сыктывкара. Местные жители знают этот микрорайон, и, к сожалению, по многим показателям он относится не совсем к хорошему микрорайону, так сказать, потому что вокруг нас располагаются места лишения свободы, но, несмотря на это, мы все равно пытаемся отойти от этих стереотипов. Мы такая же обычная школа, как и все, и работаем на благо наших детей. У нас, к сожалению, у учащихся достаточно низкий уровень социального статуса семей. Нашу школу также посещают учащиеся центра для несовершеннолетних города Сыктывкара, которые мы прекрасно знаем, зачастую попадают уже в центр с большими проблемами, и они поступают в нашу школу, достаточно бывает с низкими показателями по оценкам, неуспеваемости и тому подобное. Школа у нас совсем маленькая, работает всего 15 педагогов. Классов у нас всего 9, каждого по одному. И на данный момент всего учатся 161 участник в нашей школе. Но для меня малокомплектность, я считаю, что это даже большая изюминка нашей школы, потому что когда мы малокомплектны, мы можем более точечно работать с каждым ребенком, с каждым родителем. И для нас это большой плюс.
Когда мы начали работать в рамках программы 500+, у нас были выявлены рисковые профили школы. Это несформированность внутренней школьной системы повышения квалификации, высокая доля обучающих с рисками учебной неуспешности и, конечно же, пониженный уровень качества школьной, образовательной и воспитательной среды. Благодаря поддержке нашей школы-куратора, гимназии номер 1, Ольгу Николаевну, она подключилась к нам онлайн. Благодарю за поддержку, за помощь. Также у нас муниципальные координаторы хорошо помогли в разработке концептуальных документов, республиканские координаторы, и мы постоянно, еженедельно подключались к нашим федеральным коллегам-координаторам и не пропускаем ни одного вебинара, семинара, стараемся во всем участвовать. Благодаря всей вот этой поддержке мы разработали концепцию развития на 2022-2024 год, среднесрочную программу развития на 2022 год и, конечно же, программу антирисковых мер. Но более подробно я хочу остановиться именно на пониженном уровне качества школьно-образовательной и воспитательной среды. Первое, что мы решили с нашим коллективом, с нашей администрацией, со всеми, что мы должны замотивировать и поддержать наших детей в развитии своих внутренних способностей. И приняли следующие управленческие решения. Мы расширили возможность неурочной деятельности по запросу детей. Мы провели анкетирование у родителей, у детей, какую бы неурочную деятельность они хотели видеть в нашей школе. Мы обсудили с ребятами еще раз правила и устав школы. Договорились с ними о выполнении ряда правил. И на что они, конечно, сначала не сразу принимали, но потихонечку на протяжении нескольких месяцев уже достаточно добились высоких результатов. Также мы вовлекли массово наших детей с 1 по 9 класс в мероприятия патриотического воспитания. Далее на слайдах покажу, что это мы имеем в виду. Также мы вовлекли всех в общешкольные мероприятия, городские мероприятия, усовершенствовали профориентацию наших обучающихся, и на протяжении вот этих нескольких месяцев мы приглашаем, не как раньше мы ходим также и в средние профессиональные учреждения, но мы приглашаем к нам в школу очень известных людей, как города, так и республики, которые делятся своими достижениями различными, ребята интересуются их профессией, и даже многие из них продолжают общаться с данными деятелями и продолжать свою деятельность. Также мы активировали деятельность школьной службы примирения, потому что, как говорила ранее Марина Анатольевна, про буллинг, это что скрывать, это на самом деле есть, и мы стараемся бороться с этим, пресекать это на ранних стадиях и не допускать каких-то серьезных отношений. Также я как директор вела правило «Открытая дверь в кабинете директора». Что это за правило? Каждый учащийся знает, что когда в мой кабинет открыта дверь, они могут зайти для диалога. И они обсуждают со мной абсолютно важные вещи. Маленькие приходят и говорят, какие они оценки получили. Взрослые предлагают какие-то мероприятия совместные провести, ребята. Также, если какие-то конфликтные ситуации есть, мы постараемся разбирать. И я и говорю, и преимущество, что мы малокомплектны, то, что я как директор могу точечно с каждым ребенком работать. У меня 161 ребенок в школе, я каждого лично знаю и с каждым лично говорю беседы. Вот это благодаря этому правилу каждый из наших учащихся может зайти и обсудить абсолютно любую тему, у нас нет никаких ограничений, и прийти к какому-то итогу по данному вопросу. Далее мы разнообразили нашу школьную такую жизнь. И вот у нас лозунг слайда «Разнообразие помогает раскрыть таланты». Мы наладили сотрудничество с многими структурами и организациями города. На данном фото, прошу прощения, на данной фотографии у нас отображен единый день профилактики. На данном дне профилактики присутствовали множество различных структур города. Это и полиция, ОПДН, Центр психолого-педагогической и медицинской помощи. Даже к нам приходило управление Роскомнадзора, которое курирует как раз-таки школы с низкими результатами. Проговорили с детьми различные мероприятия, спортивные школы и много-много кого другого приходили к нам. И это мероприятие
раскрывает возможности наших детей. Дети видят, что к нам приходят достаточно интересные, важные люди, не только города и республики, которые делятся своим опытом, своим знанием, и детям становится очень интересно общаться. И они понимают, что помимо нашего микрорайона маленького, есть город, есть республика, есть федерации и многие другие представительства, которые помогают раскрыть таланты наших детей. Также мы разнообразили, как уже говорила Марина Анатольевна, по самоуправлению. Это один из важных показателей. Я полностью подтверждаю показатели статистики, которые приводили ранее. К сожалению, в нашей школе не было развито самоуправление. Первое, с чего мы начали, это выборы лидеров школы. После того, как у нас в школе прошли выборы в лидеров, по разным направлениям, там медиа-направление, патриотическое, другие направления, мы начали наших лидеров отправлять на муниципальные площадки. Благодаря форуму муниципальному, который проходил в этом году «Путеводная звезда-2022», все лидеры моей школы прошли обучение, их натаскали по тем моментам, которые они должны, как лидеры, реализовать школы. И они начали, обычный пример, они начали вести страничку ВКонтакте самостоятельно, писать посты, выкладывать их, и у них это здорово получается. И вот те ребята, которые у нас состоят сейчас в самоуправлении школы, для них это имеет очень огромное значение. Они чувствуют поддержку как от меня, как от директора, от администрации. Ребята, когда мы проводили выборы, они защищали каждый свой проект. И это тоже стимулирует их на какие-то не только вот такие воспитательные моменты, но и в образовании они получают более высокие результаты. Благодаря вот развитию самоуправления школы, в дальнейшем наш этап был, это в рамках муниципального проекта по развитию самоуправления, мы стали не только участниками, но и организаторами первого фестиваля самоуправления «Самофест», который прошел совсем недавно на базе одной из наших школ города, где наши учащиеся также делились уже своими какими-то небольшими, но все-таки знаниями с ребятами из других школ. И я считаю, что это хороший такой шаг и виток по развитию самоуправления в нашей школе. Далее, ранее говорила, что мы вовлекли массово детей в наше патриотическое воспитание. Первое, что мы сделали, это, конечно же, мы привели детей и познакомили их с юноармейским движением в городе и в республике. На слайде вы видите, как мы посвящали наших юноармейцев. У нас посвящение проходило рядом на базе спецназа УФСИН. Ребята были очень довольны. И их это тоже очень сильно простимулировало на то, что в школе началась другой виток, другая жизнь. Мы начали чтить память. День памяти вот вывода войск из Афганистана, фотография. Недавно, 9 мая, у нас в Верхнем Чове есть мемориал погибших, и мы там тоже провели митинг, и наши учащиеся с 1 по 9 класс приняли участие в этом митинге, и мы чтим и память, и с ребятами проговариваем исторические факты, напоминаем им и говорим о том, и многие ребята сами уже рассказывали, готовили доклады. К 9 мая у нас был конкурс организован, и многие ребята приняли в нем участие. Далее мы развили дополнительное образование для всех детей. Мы провели также, вот, как я говорила ранее, анкетирование. Теперь в школе у нас заработал танцевальный кружок, ГТО, основы физической подготовки и другие кружки. Вокальные у нас есть, мини-футбол. И ребята постарались сделать школу центром притяжения, чтобы наши ребята Верхнего Чова с утра до вечера находились в школе и развивали свои возможности. И теперь, когда только начинали мы программу эту заводить в школе, ребята, прозвенел звонок, они сразу уходили со школы. А теперь они идут в библиотеки, читают у нас литературу, идут на кружки различные, которые мы организовали в школе, и развивают себя. Ну и что сказать, наличие разнообразия в неурочной деятельности – это всего лишь первый, как я уже сказала в начале, шаг для выхода из понятия проекта 500+, школы с низкими результатами. Следующий, конечно, наш шаг, над которым мы уже вплотную работаем, это повышение мотивации в учебной деятельности.
На этом у меня все. Благодарю за внимание. Если есть вопросы, вы можете обращаться ко мне и к координатору. Я с удовольствием поделюсь каким-то опытом небольшим и расскажу вам что-то интересное. Благодарю вас. Спасибо. Екатерина Руслановна, благодарим вас. Вот скажите, пожалуйста, если бы вы не принимали участие в проекте 500+, если бы ваша школа в этом году туда не попала, вот это все, оно было бы реализовано? Ну, я вам раскрою секрет. Я директором школы назначена только в конце того года. И я сразу пришла, я являюсь самым молодым директором в городе Сыктывкара. И у меня немножко не такие, так сказать, опытные знания, как у моих коллег. И я приверженец нашей КОМИ, Государственного педагогического института школы, я окончила его. Но и также изучаю различные множество методик, посещаю различные форумы, какие только есть для развития. Я, конечно же, шла в школу с намерением сделать школу местом притяжения. Проект 500+, он мне дал больше возможностей, он расширил мой кругозор, и я смотрю на коллег, которые поучаствовали. Конечно, это большая подспорье и помощь в развитии вот данного направления. То есть участие в проекте, оно дает возможность увидеть, да, вот те скрытые возможности, которые в самой школе есть, да, которые есть в ее социальном окружении, и их использовать на полную катушку для того, чтобы преодолевать риски, которые приводят к возникновению низких результатов. Спасибо. А мы передаем слово Валентине Васильевне Рузанкиной, заместителю директора по учебной работе школы номер 5 города Усинск. Школа номер 5 участвовала у нас в проекте «Эффективная школа» как школа-участник проекта, как школа с низкими результатами, но успешно преодолела те риски, которые привели к возникновению такой ситуации, и уже в списке Рособорнадзора эта школа у нас не фигурирует. А директор школы Гуськов Николай Васильевич, он выступает у нас уже в качестве куратора проекта, но не в своем муниципалитете, а помогает другому муниципалитету. Он курирует школу Вуктыла. Да, и в 2021 году он работал со второй школой, в этом году он работает с первой школой Вуктыла. Пожалуйста, как вам удалось преодолеть пониженный уровень качества школьной образовательно-воспитательной среды? Что вы для этого сделали и что вы бы рекомендовали нашим коллегам? Добрый день, коллеги. Увидеть и понять проблему, наполовину решить ее. Если же не видишь проблему, это значит, что она в тебе самом. Мое выступление посвящено организации работы с учащимися, имеющими низкую мотивацию к учебно-познавательной деятельности. Я думаю, что с этой проблемой сталкивается каждая школа, не только нашего муниципалитета, но и всей республики в целом. У истоков вопроса, как уже сказала Марина Анатольевна, мы были школой со стабильно низкими образовательными результатами. И нам нужно было изучить накопленный опыт других школ и Республики Коми, и других регионов, чтобы преодолеть вот этот порог и стать школой эффективной. Мы начали с того, что стали работать с понятиями успевающий ученик, не успевающий ученик. Но изначально в это понятие не успевающий ученик было вложено то, что это ученик, у которого скорость освоения учебной информации, скорость ее предъявления к изучению не совпадают. То есть это ученик, которому нужно немножко больше времени для того, чтобы решить, например, задачу или выполнить упражнение. Но устранить неуспеваемость, вот такую, о которой сейчас я говорю, можно путем предупреждения и путем преодоления. Но еще есть учащиеся с низкой учебной мотивацией. Для таких учащихся характерно отсутствие системы и пробелы в знаниях, умениях и навыках, отрицательное отношение к учению, отсутствие навыков умственного труда, отсутствие систематического контроля дома, низкий уровень волевых качеств, проблемы с дисциплиной. Мы объединили эти два понятия, неуспевающий ученик и учащийся с низкой учебной мотивацией. И будем говорить, я буду применять вот это неуспевающее слово. Виды неуспевающих учащихся, их всего 3, и мы, наверное, в каждом триместре сталкиваемся, как администрация и как учителя, в общем, каждый учитель сталкивается. То, что первый вид – это общее отставание, когда по всем предметам ребенку тяжело справиться. Второй вид – это частичная, но относительная стойкая. То есть это 1 или 2-3 предмета, по которым ребенок не успевает. То есть имеет отметку 2. Третий вид – это неуспеваемость эпизодическая, то по одному, то по другому предмету. Причины неуспеваемости, вообще выделяют их 4. Это физиологические и психологические.
педагогические и социально-бытовые. Если говорить о физиологических и психологических причинах, то под физиологическими подразумевается общая слабость здоровья, слабое развитие фонематического слуха, нарушение двигательных функций, там, болезнь нервной системы. Очень много детей часто болеют и поэтому пропускают большое количество уроков. К психологическим причинам относятся особенности развития внимания, памяти. Кто-то запоминает быстро, кто-то медленно. Медленность понимания, как говорят, до кого-то доходит очень сложно. Да? Недостаточный уровень развития речи, несформированность познавательных интересов и отсутствие учебной мотивации. Существуют педагогические и социально-бытовые причины. Если говорить о социально-бытовых, то здесь неблагополучные условия жизни, материальная обеспеченность семьи, отсутствие домашнего режима, безнадзорность ребенка. И педагогические причины – это недостатки преподавания отдельных предметов, пробелы в знаниях за предыдущие годы, то есть как снежный ком накапливаются эти незнания, и конфликт с учителем или коллективом класса, о чем уже сегодня, собственно, говорилось. Я, конечно, хочу поговорить о педагогических. Для того, чтобы преодолеть вот этот порог, перейти из неэффективной школы в эффективную, то есть из стабильно с низкими результатами школы в эффективную школу, в первую очередь, конечно, мы обратили внимание на систему повышения квалификации. То есть мы начали с себя. То есть учитель начал с себя. Во-первых, нам так повезло, что в стране очень стал распространен проект наставничества «Учитель-учителя». Сейчас об этом скажу немножко. И не только учитель-учитель, но у нас целая программа есть там учитель-ученик, ученик-ученик, то есть когда ученик успевающий или одаренный оказывает помощь ученику с низкой мотивацией. Практикум по вопросам, связанным с сопровождением учащихся с низкой мотивацией, по страницам курсов повышения квалификации. То есть у нас многие учителя прошли повышение квалификации именно по этому вопросу, но одно дело, когда пройдешь и держишь это в себе, а другое дело, когда делишься с коллегами. Вот это, собственно, мы и проводим круглые столы, где коллеги делятся, как же преодолеть это все. Работа педагогов в командах, проектная деятельность очень, на данный момент, вот когда мы работали над ОУП, например, да, там, или над составлением рабочих программ, вот вам, пожалуйста, проектная деятельность. Проектная деятельность у нас была, когда мы выявляли причины, то есть были созданы команды, и эти команды выявляли причины не успевающих детей, по каким причинам они не успевают. Вот это тоже проектная деятельность. Потом мы обменивались вот этими знаниями своими полученными, наблюдением, и решали, как дальше действовать, что нужно сделать. Оптимизация работы педагогов ШМО. Сейчас работа ШМО носит неформальный характер, когда составляются просто протокол, да, что люди собрались, посидели вместе и разошлись. Нет. Здесь педагоги, во-первых, делятся со своими наработками по темам самообразования. Они зачастую связаны с развитием функциональной грамотности. Так как мы сейчас работаем с данными на РЭШ, которые мы используем для мониторинга функциональной грамотности, вот эта работа очень хорошо идет у нас в командах и рассматривается на ШМО. И работа педагога-психолога с педагогами тоже очень важна, потому что мы находимся в том прекрасном возрасте, в большинстве своем педагоги, когда происходит профессиональное выгорание, когда нет мотивации, может быть, где-то у самого педагога для того, чтобы работать вот с детьми с низкой мотивацией. Педагог-психолог школы наша Светлана Сергеевна нам, конечно, очень помогает в этом. Это я рассказала о системе повышения квалификации, то, что у нас организовано нами, своей методической службой в школе. Но у нас еще, помимо этого, естественно, наше управление образования, оно заинтересовано в том, чтобы все школы показывали хорошие результаты, все дети были обучены, воспитаны. И поэтому, конечно, управление образованием рекомендовало, и был создан приказ по сетевому взаимодействию со школами города по обмену опытом, по повышению качества школьного образования. Мы собирались с коллегами, посещали уроки. У каждого из педагогов есть своя изюминка, поэтому вот эти изюминки мы насобирали в такую чашечку, да, с идеями. Участие в диагностике профессиональных затруднений педагогов. У нас прошли 12 педагогов участие в диагностике.
Конечно, здесь прохождение курсов повышения квалификации на платформе нашего института в Сыктывкаре, в том числе и дистанционных, оно дает очень положительные результаты, притом не только при работе на уроках с детьми с низкой мотивацией, но и на результатах экзаменов, потому что учителя, которые делятся на площадках курсов повышения квалификации своим опытом, это просто бесценный опыт, которым потом делятся на уровне школы наши педагоги, участвующие в таких курсах. И участие в олимпиадах для педагогов и педагогических команд. Сейчас это тоже востребовано. Нужно отметить, что наши педагоги, учитель химии, учитель физики, они уже второй раз становятся, в прошлом году был победителем регионального этапа олимпиады учительской, в этом году они призеры по химии и по физике, и педагогические команды. Мы, конечно, стараемся участвовать, но, к сожалению, пока в победители, в призеры не вошли. На основании того, что мы проанализировали все, была создана программа по работе с детьми с низкой мотивацией. И мы поняли, что в помощь нам идут педагогические технологии, такие основные, которые я сейчас называю, это в работе с детьми с низкой мотивацией к учебно-познавательной деятельности, это индивидуализация в первую очередь. Каждому ребенку нужно найти подход, поисковая деятельность, диалоговая форма обучения, игровые формы, ну и конспекты, памятки, карточки. Приемы коррекционной работе на уроке, о которых я сейчас расскажу, они, конечно, общеизвестные, как бы уже такие, воспринимаются на слух достаточно легко, потому что мы все этим стараемся заняться. Но вот если на каждом уроке каждый учитель будет посвящать время и использовать вот эти приемы, то я думаю, что в любом случае качество должно повыситься, и ребенок, который имеет низкую мотивацию, он будет простимулирован и вовлечен в деятельность. Валентина Васильевна, Да. вот как вы думаете, какой из этих приемов, на ваш взгляд, наиболее эффективен в работе с такими ребятами? Вот знаете, я как учитель вашего русского, опыта. да, я сейчас следующий слайд тоже открою, я как учитель русского языка и литературы хочу сказать, что вот использование карточек консультаций, алгоритмов, схем, опор, рисование рисунков по какой-то теме, это вот основное. Ну, например, вот я привела глагол в кластере и рисунки. Мы составляем с детьми, у меня 6 и 8 класс, мы составляем с детьми кластеры, а 6 класс, ну, это дети, которые еще маленькие, да, они любят играть, рисовать, поэтому могут рисовать, то есть как они представляют себе глагол. Вот в данном случае это глаголы, которые исключения, да, составляют в русском языке. Для того, чтобы привлечь детей с низкой мотивацией, конечно, в нашей школе функционирует «Точка роста». Это вообще замечательный проект. Билет в будущее и лифт в будущее. Ну, во-первых, это оснащение. Во-вторых, это можно потрогать руками, что называется, создать что-то. Это проектная деятельность и научно-исследовательская деятельность в чистом виде. Поэтому у нас 8, 9 класс, 9 класс у нас защищает итоговые индивидуальные проекты. Кстати, с успехом у нас прошла защита. И дети участвуют в научно-практической конференции, в том числе в городской, и приносят призовые места. Вот. И вот эти, конечно, проекты, они открывают большие возможности. Детки с начального звена 1, 4 классы, 5, 6, им, конечно, интересны конкурсы различной направленности, предметные недели, которые у нас проходят в течение года. Существует множество интернет-платформ, тренажеров, на которых можно, потому что дети сейчас у нас очень любят играть в компьютерные игры, и можно создавать, в том числе на сайте Криро, дополнительно мы сейчас осваиваем это там, где можно создать тесты в различной форме, притом вот это составление своих интерактивных игр, тестов и так далее. Вот это тоже помощь, потому что с ребенком работаешь индивидуально. При этом я хочу сказать, что для детей не успевающих и для детей с низкой мотивацией у нас у учителей создано расписание. Каждый учитель определился, выделил час работы, и в этот час, в это время ребенок может подойти, задать свои вопросы и получить ответы, естественно, если таковые нужны ему. Но никто не отменял мотивацию. Вообще мы все люди
любим играть, что называется, да, вот я урок начинаю с того, что показываю детям какую-то картинку, вот мотивация. Кот пытается проползти в дверь, да, мотивация, у тебя все получится. То есть дети, особенно 5-й, 6-й класс, они, да и 8-й тоже, они с удовольствием играют. Вот вам, пожалуйста, еще один слайд. Мотивация. Это очень просто делается, вот так же на проекторе воспроизводится, дети смотрят, сразу появляются улыбки на лицах, то есть настрой на позитивную работу, мотивация стремится к цели. То есть из гусенички ты превратишься в прекрасную бабочку. И как результат работы, я хочу представить свои результаты работы. Если говорить о 19-20 учебном году, то так как мы учились в условиях дистанционного обучения, то понятно, что количество неуспевающих у нас 0, потому что, так сложились обстоятельства, да? Если смотреть на 20-21 год, я специально по триместрам разбила, чтобы показать, что в прошлом году, посмотрите, мы начинали с 15 неуспевающих в первом триместре. Это очень большая цифра. Во втором триместре у нас уже снизилось до 9, и в третьем триместре до 3 человек. При этом, посмотрите, количество учащихся, которые успевают на 4 и 5, возрастает. Да, возрастает. И за 1-2 триместр я привожу пример. Здесь в первом триместре у нас снизилось, опять-таки, количество неуспевающих, осталось 2, да, и во втором триместре 0. То есть у нас их нет. Была, конечно, проделана титаническая работа, титанический труд учителей, спасибо, конечно, им, но и в то же время спасибо детям, которые с низкой мотивацией, для которых была организована эта работа, потому что есть ответная реакция. То есть дети хотят, дети стремятся к тому, чтобы быть успешными. И выступление свое я хочу закончить словами. Я продолжаю верить, что если детям предоставить необходимые инструменты для достижения успеха, они преуспеют даже за пределами своих самых смелых мечтаний. Так сказал Дэвид Виктор. Спасибо большое, коллеги. Спасибо, Валентина Васильевна. А вот еще один замечательный инструмент, который мы с вами можем использовать в нашей образовательной практике, нам представляют наши коллеги из Челябинска. Рады вас приветствовать, Алексей Вячеславович. Марина Анатольевна, здравствуйте. Андрей Викторович где-то с вами там тоже, да? Да, сейчас у нас параллельно как раз обучение советников по воспитанию. Такая категория у нас появилась в Челябинской области. Поэтому здесь я буду представлять сам доклад. Угу. Да, пожалуйста, представьте, что за инструмент такой интересный вы нам предложите. Ага. Ну, у меня минут 9, да, есть возможность. Да. Но, коллеги, начну с того, что на самом деле, вот можно следующий слайд, что сегодня, несомненно, с одной стороны, изменяющийся мир, ситуация неопределенности, когда мы сегодня открыто говорим, обсуждаем и риски, и то, что сегодня происходит и непосредственно как в центре внимания образовательной организации, сегодня время, когда от нас требуется принятие самостоятельных решений. И, собственно, ситуация выбора и выбор человека зависит от того, насколько у него сформирована своя личностная позиция, насколько он понимает свои желания, приоритеты, и насколько те ценности, которые являются основой жизненной позиции, в том числе и нашей профессиональной, да, по сути, формируют некое ценностное отношение к себе, к другим людям, к миру. Да. Можно вот следующие слайды тоже перечислить. Да. Но мы понимаем, что сегодня ребенок живет в ситуации, с одной стороны, необходимости общения, потребность в уважении к себе, быть самим собой. И ситуация, которая возникает сегодня в таком межвозрастном, межпоколенческом взаимодействии, да, это определенный кризис доверия, который возникает в процессе нашего взаимодействия, когда, с одной стороны, и проявление равнодушия, с другой стороны, совершенно дети по-разному реагируют на своих родителей, на взрослых. И в этом отношении мы, конечно, выстроили и нашли такой для себя механизм. Следующие слайды можно пролистать еще один и еще слайд, да? Ага, дальше. Коллеги, вы с презентацией можете посмотреть, как есть, познакомиться. Ну, можно предыдущий слайд. Все-таки мы нашли тот механизм, который для нас является проблемно-ценностное общение, потому что это то, что сегодня, может быть, востребовано, не хватает и является основой для организации урочной, внеурочной деятельности.
где была бы возможность через свое личное отношение к тому, что происходит сейчас с самим собой, с другими людьми, да, вступить в диалог, прежде всего в диалог, в котором есть возможность высказать разные точки зрения, разные такие возможности. И это является основой для восприятия жизни и обмена мыслями, смыслами, ценностями и так далее. Мы поняли, что такая ситуация может разворачиваться только в ситуации с общностью интересов и в сообществе. Поэтому следующий слайд как раз вот для нас определяющим является, что мы сегодня, реализуя событийный, так скажем, подход в воспитании, очень важно говорим о том, что ребенок тянется, идет туда и чувствует себя комфортно, когда формируется или создается некое событие, да, где есть группа людей, которые так или иначе объединены какими-то интересами, возможностями встречи с другим человеком, где можно обменяться своими переживаниями и чувствовать свою некую значимость, принадлежность и так далее. И у нас в регионе, собственно, мы пришли благодаря такому международному сотрудничеству с нашими коллегами из Франции. Можно следующий слайд. Мы пришли к необходимости организации так называемой использования синема-технологий. Да? Вы, может быть, слышите, и сами участниками являются некие киноуроки, но мы не в этом таком движении. Мы создали свой проект, культурно-образовательный и социально значимый проект, фестиваль образовательного кино с международным участием «Взрослеем вместе». Как раз, если посмотреть на следующий слайд, который предполагает о том, что это такой, с одной стороны, форма организации проблемно-ценностного общения, где кино является средством воспитания. Мы понимаем сегодня, что учитель, с одной стороны, организует пространство общения, где кино может стать таким неким посредником или средством, позволяющим более в ярких образах, да, то, что сегодня для детей более приемлемо, более наглядно, где есть определенные смыслы, есть представленность какой-то позиции человека, той ценности, которая больше всего представлена режиссером этого фильма. Мы предлагаем на базе образовательных организаций, в том числе на базе различных культурных учреждений, организации таких кинособытий, киновстреч, где, вот следующий слайд, где в центре внимания это взросление человека. Основными героями этих кинофильмов являются дети и окружающие взрослые. И вот здесь мы подобрали целую систему подборок документального, игрового, художественного, анимационных фильмов, благодаря нашим партнерам, благодаря нашему взаимодействию с различными компаниями по продвижению фильмов, да, мы, по сути, формируем некое сообщество в формировании и создании такого некого контента, который позволяет нам использовать в обсуждении с детьми разных фильмов. И вот здесь достаточно, можно следующий слайд, о том, что в основе каждого фильма определенная ценность. Ценность, которая заставляет нас задуматься, поразмышлять. И для нас очень было важно выбрать фильмы, которые, по сути, дают возможность выбора человека, его собственного формирования взгляда на то, что происходит здесь сейчас. То есть наши фильмы, которые мы создаем подборку, и причем выбираем таким большим экспертным сообществом, среди где обучающиеся старшего школьного возраста, студенты, родители, дети, более 100 экспертов, по сути, формируют программу кинофестиваля. И если вот посмотреть еще раз следующий слайд, то мы ориентируемся на то, что, по сути, для нас очень важно создать прецедент общения с детьми, аудитория, которая может быть, с одной стороны, однотипна по возрасту, с другой стороны, аудитория, которая есть
родители, дети, взрослые и так далее, где после просмотра в основном короткометражных фильмов, хотя мы используем и полнометражные фильмы, есть возможность поговорить, обсудить или высказать свою точку зрения не сколько в ситуации спора, сколько или дебатов, да, сколько в ситуации диалога и восприятия другой точки зрения. И в этом отношении у нас целый формат таких киновстреч, где мы, по сути, можно следующий слайд, готовимся очень серьезно к тому, чтобы выстроить вот логику такой работы. То есть для нас очень важно сформировать сообщество неких киноволонтеров, кинопедагогов, как наши коллеги-партнеры из фестиваля 0+, которые научены или обучаются, или желают освоить некие синема-технологии как средство организации такой киновстречи. Да? И в этом отношении, следующий слайд, коллеги, мы вот выстраиваем систему обучающих семинаров для наших официальных площадок, где, можно следующий слайд, чтобы вот понять, вот что у нас происходит, да, это вот наши партнеры, потому что мы, по сути, включились в эту плеяду, включились прежде всего педагогическое сообщество, люди, которые прошли различные конкурсы профессионального мастерства и так далее, но и в том числе наши партнеры от учреждений культуры до Российского движения школьников, до Национальной родительской ассоциации и в том числе Роскомнадзор, который, собственно, помогает отбирать фильмы на информационную безопасность. Но для нас очень было важно сформировать такую группу модераторов, которые бы могли сами обучать и были организаторами таких киновстреч. Мы предлагаем вам вот еще познакомиться более детально с этой презентацией, войти в наши социальные сети, познакомиться, как это у нас происходит, потому что ваши площадки в вашем регионе могут стать официальными такими площадками фестиваля, где получат, по сути, видеоконтент, получат рекомендации, получат возможность побывать на школе киноволонтера и, по сути, использовать в своей работе для предупреждения, профилактики, в том числе реализации многих идей, задач, которые в том числе обсуждаются на вашей конференции, потому что для нас это тоже очень важный момент, который есть. Ну и вот следующий слайд можно там переключить, потому что времени достаточно мало, но еще... Да, вот посмотрите, то есть сегодня на самом деле возникает у педагога, у классного руководителя, а где же взять эти фильмы, какие фильмы, как возможность выстроить систему обсуждения этих фильмов. И мы здесь с нашими партнерами, разными кинофестивалями как раз делаем такую замечательную подборку с просмотром, с обсуждением этих фильмов. И вот если вы зайдете на наш фестиваль образовательного кино «Взросление вместе», можно набрать в Гугле и войти в ВКонтакте, то целую систему пособий, рекомендаций, которые позволят вам в том числе в то же время независимо от нас, но включиться в наше движение и, по сути, создать некие свои площадки, может быть, даже со своими проектами в рамках международного фестиваля образовательного кино «Взрослеем вместе». Вот, коллеги, не все удается, презентация большая и времени мало, но мы вот нашим коллегам из Института развития образования как раз вручили вот комплект таких пособий, которые мы наработали с нашими площадками, в том числе из других регионов России, и приглашаем принять участие в таком культурно-образовательном проекте фестиваля «Взрослеем вместе». И, по сути, мы с июня начинаем экспертную работу, можно включиться в качестве эксперта и потом представить в качестве официальной площадки. И в дальнейшем мы будем обсуждать на следующей конференции, которая проходит в октябре у нас в Челябинской области под названием «Воспитание человека в эпоху глобальных преобразований». Поэтому следите за новостями, мы всегда будем информировать наших коллег у вас, чтобы была такая информация для принятия участия. И использование такого инструмента, как синема-технологии, в реализации и достижении тех личностных результатов, которые есть и формируем нового человека. Уважаемый Алексей Вячеславович, мы благодарим вас за приглашение к участию в таком очень интересном проекте. Хочу вас познакомить с Анжеликой Васильевной Волковой.
которая как раз у нас является заведующим центром развития воспитания, социализации и поддержки детских и молодежных инициатив и дополнительного образования. Как раз с Анжеликой Васильевной мы с вами непосредственно будем прорабатывать возможность знакомства наших классных руководителей, наших педагогов с вашим проектом. Да? И вот с Анжеликой Васильевной вы уже непосредственно можете обсудить, каким образом мы можем включиться непосредственно в ваш проект. Спасибо большое, коллеги. Мы увидели, что действительно есть различные возможности, есть различные инструменты, которые позволяют нашим образовательным организациям преодолеть риск пониженного уровня качества школьной образовательной и воспитательной среды. Мы благодарим всех, кто принял участие в работе нашей площадки, всех наших спикеров в студии и наших уважаемых спикеров из Челябинска. И я передаю слово для работы уже следующих площадок с Анжеликой Васильевной Волковой по рабочим программам воспитания и другим аспектам достижения личностных результатов. Спасибо, коллеги. Переключаемся на следующую площадку.